Ну, кто-то может меня помнит. Я последний раз в Висите был в 2003 году, как раз примерно в это время, в середине апреля. Вот еще Тетерин был главой тогда. Здесь, ага. Вот, мы тогда по вопросам ликвидации Хангаласского улуса, когда мы переходили на местное самоуправление, я был ликвидатором Хангаласского улуса, поэтому опытный ликвидатор. Вот, и сейчас, ну где-то вот уже около 2 лет я работаю первого президента Михаила Ефимовича Николаева референтом. Вот Сергей Валентинович Попов является его помощником. Вот, и вот мы приехали по заданию Михаила Ефимовича вот, вместе с Олегом Валерьевичем. Вот, но тут, если коротко сказать, вот Михаил Ефимович уже несколько лет беспокоится проблемами продовольственной безопасности республики. Ну вот вы, наверное, кто-нибудь видел, вот, но 10 февраля было совместное заседание вот, Минсельхоза, вот, Министерства экономики, Министерства труда и социального развития, на котором Михаил Ефимович критиковал, да? Вот, но самое главное, вот, из-за чего Михаил Ефимович критиковал, это то, что вот, у нас стоимость продуктов питания, да, оборот торговли продуктами питания в республике составляет 107 миллиардов рублей. А сельскохозяйственное производство, да, то, что мы сами производим, 26 миллиардов. То есть получается около 25% собственное производство. Вот. И по видам, по различным видам, да, самый высокий процент по картошке. То есть мы где-то порядка 60% собственного производства. Остальное мясо 23%, молоко где-то 26%. То есть вот про яйца и так далее и говорить нет, про овощи. Там овощи чуть ли не 11% от потребностей. То есть мы производим. Вот. И Михаил Ефимович, как я уже сказал, вот несколько лет беспокоится этим вопросом повышения собственного сельскохозяйственного производства. И он выдвинул идею усадебного хозяйства. То есть, чтобы каждый селянин имел возможность иметь собственное подворье, на котором выращивать продукцию и за счет этого как-то экономить. Ну, помните, вот раньше была политика семейной экономики. Вот те же самые, но более углубленные. То есть как-то, чтобы каждый имел землю, чтобы ее обрабатывать, выращивал и так далее. И вот во время пандемии 2 года назад вот Чурапчинские и Намские улусы первыми в республике начали возобновлять вот это движение семейной экономики. Вот, и наш глава Айсен Сергеевич Николаев вот, в августе 2020 года поддержал вот это движение, дал поручение тиражировать эту семейную экономику. Вот, и с прошлого года вот, во многих улусах приняты программы развития семейной экономики. Вот у нас в улусе тоже, в Хангаласском улусе, Олег Валерьевич, вот благодаря его усилиям впервые в прошлом году было выделено 15 миллионов рублей. Вроде небольшие деньги, да, но все равно это впервые. А до прошлого года таких сумм никогда не выделял. Вот, и сейчас, да, вот как вы знаете, наша Родина вступила в достаточно сложный период своего существования. Вот, и вот началась специальная военная операция на Украине. Вот, и западные страны наложили на Россию санкции, вот, беспрецедентные. Вот, и я тоже, вот, ну, как человек, который многие годы работал во внешних связях, я могу сказать, что на страну такого уровня, как Россия, да, налагать такие огромные санкции, это беспрецедентно. Вот, около 7 тысяч различных санкций наложено. Вот, и сейчас ситуация сложилась таким образом, что Россия оказалась глубоко включенной во всемирный
торговые процессы, во всемирные технологические процессы. И оказалось, что собственных самолетов нет. Вот. Производство автомобилей тоже резко упало, потому что только вот Лады остались и КАМАЗы и все. Да. То есть потом оказывается многие запчасти тоже импортные. Потом, что касается продуктовой безопасности, да, но ситуация складывается таким образом, что на этот год мы обеспечены семенами овощных культур. Да? Ага. Вот. И сейчас в республике стала проблема семенного картофеля. Вот Арсений Сергеевич принял недавно решение выделить деньги на закупку семенного картофеля. Да? Вот. И по всей России, оказывается, 70% семенного картофеля импортные. Вот, и они, оказывается, получали из Польши. А Польша сейчас один из наиболее активных критиков, да, там, России. Что касается зерна, да, зерновых культур, вот, вроде Россия вышла на передовые позиции в мире по экспорту пшеницы и так далее, но зерно семенное оказалось тоже импортное. Поэтому этот год он очень важен. То есть нам надо вырастить и сохранить часть урожая на семена следующего года. Вот поэтому вот, Михаил Ефимович в тот раз ставил задачи увеличения посевных площадей, увеличения там, выращивания продукции, увеличение мероприятий по семейной экономике, чтобы как-то смягчить удар, да, который, ну, мы не будем сейчас гадать, да, что дальше будет, потому что ситуация складывается очень динамично, мы не можем прогнозировать, что будет через месяц, через два, но по материалам печати понятно, что до осени у нас еще нормально будет, вот, а с осени что будет, мы не знаем. И ситуация для республики складывается таким образом, что вот когда была до революции, да, вот, когда была гражданская война, например, у нас было население 250 тысяч, было 400 тысяч коров, 200 тысяч лошадей и 200 тысяч оленей. Да? То есть у нас голода не было. И каждый выращивал зерно себе, да, так, выращивал рожь, там, овес и так далее. То есть голода массового не было. Вот когда была Великая Отечественная война, да, у нас было 400 тысяч населения, 180 тысяч коров, вот, 200 тысяч лошадей и 100 тысяч оленей. Да. И тогда, вот, например, урожай забирали, не давали свободно пользоваться, поэтому у нас был голод и погибло 100 с лишним тысяч сельского населения, то есть, ну, половина местного населения погибло, 45% во время войны, да, от голода. Вот. А сейчас, вот, например, чтобы понять остроту вопроса, надо понимать, что у нас население достигло 1 миллиона, 180 тысяч коров, ага, вот, 200 тысяч лошадей и 100 тысяч оленей. То есть мы можем всю нашу живность съесть, например, ну, за месяц максимум. Надолго не хватит. Вот, поэтому вот, проблема продовольственной безопасности, она очень важна. И сегодня вот Олег Валерьевич организовал встречу руководителя конезавода Берте Александра Васильевича Павлова с фермером Сергеем Латышевым, ну, вот, из Идяя. И обсуждался вопрос о том, чтобы рассмотреть вопрос, например, сотрудничества, потому что в Идяе, оказывается, тоже половина сенокосных угодий не скашивается. Вот, очень много стоит неиспользуемых сельхозугодий. Раньше, где выращивали зерновые, да, 3 стога не используется. Вот, и мы были в Кытыл-Жуле, там всего 70 коров осталось, как было сказано. Да. Тоже очень много сенокосных угодий не используется и очень много неиспользуемых пашин. Вот, и это вот представьте в республике, которая закупает зерно в Амурской области, то есть сено в Амурской области. Очень дорогое сено,
закупают, привозят, и местные наши коровы отказываются есть. И вот даже был вопиющий случай, когда в Черепчинском улусе сожгли вот это все в знак протеста. Поэтому вот сейчас вот в связи с этой сложной ситуацией возник реальный шанс для южных наследников Хангаласского улуса сделать прорыв в развитии. Поэтому вот мы поддерживаем предложение Олега Валерьевича, чтобы вы проявили свою инициативу вот, и выдвинули проекты, да, и идеи, свои конкретные действия на расширение производства. И тем более вот Сергей Латышев сегодня сказал, что он создал закупочную компанию и планирует закупить 700 тонн картошки в этом году. То есть 300 в южных наследях? Нет, 300 в южных наследях. Заготовить? Ага, но это с ним надо будет вести переговоры. Это с ним надо будет вести переговоры. Мы в честь республики на заготовку овощей и картофеля выделили финансовые средства на килограмм 10 рублей. Плюс еще закупочная цена от заготовителя будет. Вот поэтому вы задумайтесь через главу. Ага. Да, выходите на администрацию Улуса, на Латышева, и надо на берегу решить, да, какой объем, чего, какие деньги. Это надо сделать достаточно быстро, потому что он хочет получить эти деньги в кредит, вот, в фонде предпринимательства, потому что у Улуса есть возможность, имеется залоговый фонд, который может выступить залогом для получения кредита в фонде поддержки предпринимательства. Но так как все сейчас посевная, всем нужны деньги, поэтому надо это делать быстро, конкретно, четко и решить этот вопрос. Скороспелканными. Вот, я могу много рассказывать мыслей Михаила Фомича, я только вот одну мысль 20 минут, но поэтому все-таки вот я призываю вас серьезно отнестись к нынешней ситуации и поддержать нашего первого президента, развивать его идеи насчет семейной экономики, скороспелых отраслей промышленности и усадебного хозяйства. Спасибо за внимание.